Добрый вечер. В эфире программа «Объектив». И у нас сегодня в студии Бакытбек Сардарбекович Усупбеков, начальник Бишкекского городского управления по содействию занятости. Бакытбек Сардарбекович, я бы хотела узнать о вашем центре занятости. Наше Бишкекское управление по содействию занятости, мы подчиняемся Министерству труда и социального развития, территориальной мэрии города Бишкек. Основная наша задача – это трудоустройство, снятие напряженности безработицы в городе Бишкек. Работает у нас 50 человек, 10 отделов. В основном наша главная задача, как я сказал, это трудоустройство. Трудоустройство мы проводим разными путями, то есть собираем вакансии из всех работодателей города Бишкек и ежемесячно проводим ярмарки вакансий. Ярмарки вакансий мы проводим в разных уголках города, в жилмассивах, в школах, профлицеях, вузах, у себя в офисе. Вторая активная мера по снижению безработицы – это обучение безработных, переобучение безработных граждан. Обучаем более 50 специальностям, профлицеях города, у нас есть 18 профлицеев города, и частные учебные провайдеры на те специальности, которые отсутствуют в профлицеях. Скажите, наиболее востребованные профессии? Наиболее востребованные профессии, если буквально 3-4 года назад было строительство, сейчас в связи с кризисом на первое место выходит сфера обслуживания. Это парикмахеры, индустрия красоты. Второе место – это повара, кондитеры, швеи до сих пор востребованы. Мы ежемесячно исследуем рынок труда, и в основном вот эти специальности очень востребованы. А среди интеллектуального труда в городе Бишкек сильная нехватка врачей и медсестер, и учителей с русским уклоном языка это предметные, химики, биологи, физики. На одного учителя у нас 228 мест, последние данные. То есть в русских классах не хватает учителя у нас. Еще одна активная мера – это общественные работы, оплачиваемые общественные работы. Низкоквалифицированных безработных мы направляем на общественные работы. Это в основном на саночистке города. Работаем в последнее время с ТСЖ. 50% оплачивает работодатель, 50% оплачивает служба занятости. Назначаем пособия тех, у кого присутствует соцотчисление в социальный фонд. Пособия очень мизерные, но сейчас правительством рассматривается вопрос об увеличении. С 2012 года функционирует наш сайт, собственный сайт БТМ-КГ. Мы с каждым годом улучшаем этот сайт, где любой гражданин может обратиться. Вся наша деятельность отражена в этом сайте. Во всех социальных сетях есть наша страничка. И с середины июня у нас будет работать новый сайт, где мы будем людей принимать онлайн-регистрации. Онлайн-регистрации, то есть любой гражданин может обратиться в службу занятости через телефон, через письмо, через электронную почту, через интернет. Наши сотрудники зарегистрируют их и присваивают статус безработного. Сейчас, чтобы получить статус безработного, безработные приходят в наши офисы 2-3 дня, чтобы регистрироваться, чтобы получить... Скажите, обязательно ли прописка в столице? У кого не имеет прописки, так скажем, внутренние мигранты, они получают справку с МТУ, где проживают фактически, и встают на учет у нас. И мы их регистрируем и оказываем те же услуги, которые получает городское население.
средняя зарплата, которую могут предложить работодатели? В основном это договорные заработные платы. Мы ежемесячно, когда исследуем вот эти рынок труда, в основном договорные, но в среднем от 10 тысяч и выше. Бывает хорошая заработная плата с высокой заработной платой, бывает 6-7 тысяч. Это воспитатели в детских садах, еще в других государственных организациях. Но в целом работодатели стараются достойно оплачивать достойным своим работникам. А есть ли гарантия со стороны вашего управления, что человек, он будет трудоустроен, и по истечении какого-то срока ему будет выплачена заработная плата? Ну, как правило, мы знаем, да, что бывают такие случаи, когда человек работает, и ему не выплачивают ничего. Но таких случаев у нас не было. Те, кто трудоустраивается через Бишкекское управление занятости, они, если работали, то 100% получают заработную плату. Другое дело — это те граждане, которые трудоустроились сами, не заключены договора, не заведены трудовые книжки. То есть это в основном происходит. То есть вы сопровождаете весь процесс с самого начала, мы отслеживаем, с начальной стадии. Трудоустраиваем, потом через месяц обратную связь держим. Поэтому и после того мы как бы считаем их трудоустроенным через месяц. Когда проводим ярмарки вакансий, действительно мы много работодателей приглашаем из разных сфер экономики. И заявок очень много работодатели получают. Ну, вот в последнее время мы только слышим, что у нас в Бишкеке нет работы. На самом ли деле это так? Ну, это кто хочет работать, тот найдет. Другое дело, что заработная плата не устраивает многих наших молодых людей. Как у нас говорят, вот Дарак Бежирдан говорит, человек должен в одном месте научиться навыкам, показать себя с хорошей, лучшей стороны. И вот тогда многие работодатели оценивают. Сейчас в Бишкеке хорошие сотрудники ценятся. Это в основном в рабочих профессиях. У нас что? У нас с самого начала неправильный подбор профессий идет. В основном наши безработные, наши выпускники поступают в высшие учебные заведения. В основном юристы, экономисты у нас и так в базе далее, менеджеры, управленцы. 80% молодежи, они все с высшим образованием, с дипломом из числа безработных. Поэтому мы, чтобы исключить вот эту проблему, совместно с германским техническим сотрудничеством, немцами, с участием наших сотрудников разработали несколько систем по профориентации выпускников 9 классов. Есть два вида профориентации. На них выпускник отвечает на 60-70 вопросов и выявляет свои навыки. Вот кто хочет стать агрономом или высший потенциал программиста или экономиста. И это очень интересно для выпускников. И даже родители к нам обращаются. Почему я хотел, чтобы мой сын стал врачом, а он сегодня пришел со своими данными, что он работник торговли больше. Поэтому мы сейчас у нас спор. И родители сами проходят вот этот тест. И очень интересно. И кроме того, у нас есть маршрут «Попробуй 5», где выпускники 9 классов выявляют себя, кто хорошо видит, кто хорошо чувствует, кто хорошо слышит. Вот 5 маршрутов, и на них тоже наши сотрудники проводят вот эти работы. В конце вручают, какую оценку получил. И это тоже очень полезно для наших выпускников. Кроме того, сейчас остро стоит вопрос трудоустройства наших выпускников вузов. С ними тоже мы совместно тоже с европейскими нашими германскими коллегами разработали и хотим еще улучшить
по успешному трудоустройству, тренинги проводим в вузах. Если вы слышали, вот мы ежемесячно проводим ярмарки, в основном сейчас в вузах, потому что потребность вузов, они сами нас приглашают, в очереди стоят ведущие вузы. И наши сотрудники проводят такие тренинги. Как составить резюме, например, простые, как успешно трудоустроиться, как показать себя работодателю, как с ним разговаривать. Вот такие, оказывается, мелочи тоже очень важны. Скажите, средний возраст, который обращаются в ваше управление? У нас по-разному. Из всех зарегистрированных раньше было 25% молодежи, сейчас уже 33%. То есть 1/3 это у нас молодежи, которая у нас Говорит ли это о том, что отток молодежи немного сократился в зарубежные да, страны? действительно, по сравнению с 90-ми, начале нулевых годов, она у нас сократилась, чуть-чуть сократилась. Но это не говорит, что отток прекратился. Она до сих пор идет. Мы сотрудничаем с миграционной службой. Очень много наших молодых граждан уезжает в Россию, в основном на рабочие профессии. Там очень востребованы сварщики, плотники, электрики, все специальности строительства. Ну, они также востребованы и у нас. Да, они тоже у нас востребованы, но у нас заработная плата намного ниже, чем в этих странах. Вы сказали, что у вас есть еще предусмотрен процесс переобучения. Да. Какие критерии? Можно ли прийти в 45 лет и переобучиться на сварщика? Мы обучаем всех с 16 лет до пенсионного возраста. С 16 лет до пенсионного возраста. Инвалиды не наш контингент. Мы работаем с активным категорией населения. Учиться будут краткосрочно, от 2 месяцев до 4 месяцев. Во время обучения у нас предусмотрены стипендии. 45 лет. По каким специальностям, давайте вот По уточним? всем. По то, что у нас имеется вот, на рынке труда, более 50. Начиная от токаря-фрезеровщика, кончая до массажиста. Все вот эти компьютерные технологии входят, от ArchiCAD, 3D Max, CorelDRAW. Безработные этим специальностям обучаются. Все специальности поварского дела, шашлычники. Сфера услуг. Сфера услуг полностью. Кондитеры, все бухгалтерии, международный стандарт 1С, там, 7С. Все эти строительные специальности, все рабочие, все специальности. За обучение нужно оплачивать? Не, оплачивает служба занятости. Оплачивает служба занятости, с выплатой безработных ничего не оплачивает. Они должны быть безработными. Они должны стать на учет, то есть нужен паспорт, нужна трудовая книжка, если есть, если нет, тоже пойдет. И аттестат об образовании или диплом об образовании. Мы всех обучаем. С участием школьников. В год сколько трудоустраивается через ваше управление? По-разному. Если вот не меньше 30-35 тысяч человек обращаются, из них вот, не считая ярмарки, трудоустройства в ярмарках, в наших офисах трудоустраивается где-то около 15 тысяч человек. В разные сферы. Кроме того, 28 мая мы планируем провести национальную ярмарку вакансий. Национальную ярмарку вакансий. Хорошо, где она будет проходить? С участием 60 работодателей, с участием всех профлицеев нашего города. Она будет проходить в Национальной библиотеке с 10 часов и до вечера, где безработные могут получить информацию по работе, консультацию нашей службы и заодно посмотреть на наши вакансии. Ежедневно у нас вакансии обновляются. Если вот месячно посмотреть, то у нас 4500 вакансий ежемесячно. Из них около 70% это рабочие вакансии, 30% интеллектуальный труд.
Скажите, вы сказали, что вы работаете только по городу Бишкек, да? Но у вас есть информация в регионах? Как с этим обстоит дело? Или же каждому нужно будет приехать сюда и как-то вот найти себе Нет. применение? В регионах такие работы тоже проводятся, но проблема в том, что отдельные службы занятости отсутствуют в регионах. Они все присоединены отделами, секторами управления соцразвития. Но такая работа у них тоже проводится, они тоже собирают вакансии, иногда ярмарки проводят. Вот это тестирование для выпускников у них тоже есть. Скажите, в процентном соотношении сколько иностранных компаний и сколько вот отечественных? Иностранными компаниями занимается миграционная служба. Раньше, вот, когда они в нашем ведении были, мы обследовали это. Обследовали, сколько иностранных компаний трудоустраивает граждан. К сожалению, сейчас с 2015 года у нас миграционная служба отдельная, у нас таких данных нету. Но иностранные компании тоже к нам обращаются, потому что по инвалидам только. Вот, по закону каждое предприятие должно, 5% квоту должно дать и инвалидам. Но, к сожалению, это у нас не предусмотрено, как бы не исполняет вот этот закон. Мы обратились по всем министерствам, кроме правоохранительных, что 5% квоты должно быть во всех организациях. У всех ответ один пришел, что мы на общих основаниях через конкурс берем, государственные организации так написали. Потом вот в банковской сфере мы через Нацбанк всем банкам обратились, там иностранные компании были. Вот они готовы действительно, уборщиками, как бы в таких мелких работах. Не тяжелый труд, физический да. труд, да? Только в таком плане у нас есть количественный план, а так, в общем, в иностранных компаниях у нас действительно таких данных отсутствует. В середине июня мы планируем провести выставку. Выставка называется «Достойный труд». Мы договорились с одним ведущим фотографом. Он по всему Кыргызстану, в городе Бишкек, провел фотосъемки наших безработных и трудоустроенных наших безработных. Мы хотим привлечь общественность, что есть такая проблема, есть такая безработица в стране, и с ними должно бороться. Потому что как только правительство меняется структура, нас перекидывает то одно министерство, то другое. То есть это очень неудобно? Очень неудобно, и как бы и для работы стрессовой работы среди сотрудников, потом отток ведущих сотрудников. И для работы тоже это очень неудобно. Поэтому что в ведущих европейских странах после премьер-министра министр занятости очень значимая фигура. Второе место занимает. И по зарплате, и по значимости. И все министерства отчитываются министру занятости, что как в советское время. Да. Сколько людей трудоустроено? Сколько людей трудоустроили, в какой сфере, в таком. А у нас занятость как бы на последнем роле в последнее время. Но что мы хотим печально. Эту выставку приурочить к этому, что есть достойный труд, что есть занятость, что есть безработица, и этим должны бороться. И второе, к этому же времени мы хотим презентовать новый сайт, Бишкекская служба занятости. И как раз в этом сайте мы отразили все наши мероприятия, там будут вакансии, там будут резюме любого гражданина, кто хочет разместить. То есть можно, не приезжая к вам в офис... И данные работодателей. И работодатель может это резюме сам отбирать, не обращаясь к нам. То есть уже не нужно ехать к вам в офис? Эти резюме, они сами будут стыковаться. То есть мы об этом не будем знать. Это для наших безработных, для нашей компании мы это делаем. И потом, чтобы получить наши услуги, например, по обучению, по пособиям, по общественным работам, мы зарегистрируем онлайн-режиме по телефону. Любой гражданин может нам обратиться в сотке по интернету или там по стационарному телефону, и мы их можем регистрировать.
Потом у нас есть информационная система рынка труда. Наши сотрудники вводят эти данные туда. Она будет связана по всему региону, по Кыргызстану. И То есть будет единая база если данных. человек трудоустроен, то она будет отражаться по всему. Единая база. Благодарю вас за участие в нашей программе, за интересную информативную беседу. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.